В этот день свой профессиональный праздник отметили те, для кого наступили школьные каникулы. Малыши, которые только начали познавать окружающий мир, наблюдая за празднеством из своего первого транспортного средства. На мероприятие пришли и родители, ведь День защиты детей напрямую связан со взрослыми, с людьми, от которых зависит, каким будет детство ребенка, как сложится дальнейшая судьба маленького гражданина России. С утра в парке культуры и отдыха играла музыка, работали аттракционы, продавались любимые лакомства – мороженое, соки и сладкая вата. Погода в первый день лета выдалась как на заказ. Яркое солнце улыбалось каждому юному сибайцу. Хорошее настроение, столько детей, все веселятся, радуются. Как считаете, нужно проводить такой праздник? Считаю, нужно. Привлечение внимания к детским проблемам, для детей развлечения. Вот. Мне кажется, нужно. С хорошим настроением, с детьми пришли отдохнуть, кататься. Празднично, хорошо, много детей. Только мир был, лишь бы вот так вот спокойно все. И люди такие веселые, праздничные лица у всех. Дети такие радостные, нам бы такого не было. Я вот дети войны, я такого вообще не видела. Ни отца не видела, погиб. А это уж они на работе. С Алиной мы гуляем. Традиционно в День защиты детей развлекательные мероприятия организовываются у Центра детского творчества. Юные дарования Сибая подготовили концертные номера. Пока одни наслаждались театрализованным представлением с участием персонажей, самые смелые и ловкие соревновались в спортивных состязаниях, принимали активное участие в подвижных играх, рисовали на асфальте, разукрашивали рисунки. С подружками играю, маму люблю. Как тебе праздник? Хорош. У меня хорошее настроение. Этот отличный праздник тут. Хороший. Играть можно тут, смотреть кинотеатр. Это можно просто это смотреть. Еще тут нравится, играть тут. Все разные игры, шашки. Еще если здесь выиграешь, здесь конфетки дают. Я пришла на праздник с учительницей из класса. Каникулы у вас начались? Да, Праздник нравится? да. Что именно тебе нравится? Как все выступают. Празднование Международного дня защиты детей продолжалось в течение всего дня. Без торжеств не осталось и детвора микрорайона Восточный. Силами педагогов подросткового клуба «Ровесник» здесь был организован праздник двора. Мальчишки и девчонки гримировались, водили хоровод, танцевали, веселились вместе с любимыми персонажами Мальвиной и Губкой Бобом. В честь праздника были отмечены самые активные воспитанники клуба и призеры соревнований. Словом, скучать ребятам микрорайона Восточный не пришлось, ведь развлекательную программу подготовили и в игровом центре «Непоседа», который ровно год назад распахнул свои двери для юных сибайцев. На территории мегаполиса развернулось целое представление. Зажигательные песни, конкурсы, игры, шоу мыльных пузырей. Праздник для маленьких непосед удался. Веселое настроение и заряд бодрости был обеспечен всем, как ребятне, так и родителям. Мы в игровой центр «Непоседа» пришли в первый раз, и нам очень нравится. Очень нравятся моей дочке, моей племяннице. Они резвятся, играют. В общем, очень хорошо, веселятся. Главное, чтобы детям было хорошо. По словам организаторов празднества, это далеко не последнее мероприятие. Впереди мальчишек и девчонок ждут еще много интересных и веселых программ. Планируем мероприятий на лето кучу. В качестве примера могу привести, что где-то с числа 16 июня по 26 вот в этом районе будет проводиться детский сабантуй от Непоседы на территории мегаполиса. Конкурсы, шоу, призы и так далее, все обеспечены. Плюс тоже возникла у нас такая идея проводить такие вот семейные батлы. Лето встретили ярко и весело. Хотелось бы, чтобы у малышей впереди было больше таких же интересных и солнечных дней, из которых складывается детство. Самое счастливое и беззаботное время в жизни каждого человека. Луиза Мустафина, Радмир Исенгулов, Рустам Имангулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.